others die and call. But if I stay here, I will never see the butterfly that I'm supposed to be. That's why I go. That's why I go. No back, no back. That's why I go. Should go to new school. Should go to new school. If I'm gonna stay here, I will never grow. Should go to new school. Should go to new school. If I'm gonna stay here, I will never grow. Should go to new school. Should go to new school. If I'm gonna stay here, I will never grow. Should go to new school. Should go to new school. Салям алейкум, в эфире программа Jungle Studio. Сегодня мы продолжаем беседу с основателем проекта Godzilla Project Ярославом Мелконяном и очаровательной Олей Чернышовой. Ты идейный вдохновитель этого коллектива. Когда пришла к тебе идея такая создать этот коллектив? Наверное, да. Я идейный вдохновитель, потому что я делаю аранжировки, я пишу музыку. Ну, там, конечно, не все принадлежит мне, не все прям как я вот принес, поставил ноты, я раздал и говорю, вот, играем только так и никак больше. Нет, конечно. Мы меняем все в процессе, и я приношу, и мы скрашиваем все вместе мою угловатость, то есть какую-то. Потому что бывает, что эта часть не подходит к этой, эта часть не подходит к этой. Мы раз поменяли местами, там что-то поменяли, и оно раз так кирпичиками налаживается, и все хорошо. Ну, это с твоей стороны все хорошо, как со стороны руководителя этого всего процесса. Ну да. А вот Оля что скажет со своей стороны? Может быть, А я бывают скажу, какие-то, может быть, конфликты? конфликты? Когда я опаздываю или не прихожу, тогда у меня очень большой внутренний конфликт, потому что мне очень нравится музыка, очень нравятся ребята, я их обожаю. После концерта мы всегда обнимаемся, благодарим друг друга, потому что мы все музыканты, мы очень это любим. А я вот, знаешь, что вспомнила? И мне самое интересное, Godzilla вообще в Киеве началась, в Глиерово же? Да, да. Потому что мы вместе учились, но Ярик постарше чуть-чуть. Ну да. И вот когда я училась, Ярик уже выступал на академ-концертах и просто на концертах с Годзиллой. И мне казалось, что это такой космический уровень, что мне никогда не подняться до этих высот. И я завидовала всем этим музыкантам, и особенно певице, которая там пела. И я думаю, о боже, я никогда не буду, никогда не смогу, меня никогда не возьмут. И вот я здесь.
рукой нежно проведу по твоим волосам. Ты просто ангел, не забуду это чувство никогда. Я сохраню все эти чувства, я буду верен тебе. Твоя улыбка греет душу, ты мой ангел во тьме. Ведешь меня, идешь ты рядом, идем рядом с судьбой. И не расстанемся мы больше, я буду рядом с тобой. Обниму тебя покрепче, так люблю твои глаза. Оберегая наши чувства, верю в счастье навсегда. Люблю опять все твои тоже, люблю, как смотришь ты в меня. Оберегай ты нас как можешь, ты ангел. Оберегай ты меня, тебя я сберегу, покажи от зла. Оберегай сильный помни, есть крайне оступиться, сил не дай. Оберегай ты меня, тебя я сберегу, только сил не дай. Верь в то, что оберегает тебя, береги то, что оберегает тебя. Я вижу в твоих глазах грусть, я была права. Подними глаза, я хочу сказать, я хочу спеть, только верь мне, ты поверь мне. О, я спою тебе песни о весне. Да, светит солнце, сбереги его внутри, береги, береги. Я верю в тебя, я люблю тебя. Я сберегу нашу любовь без берегов. Оберегай ты меня, тебя я сберегу, отложи от зла. Оберегай сильный помни, есть крайне оступиться, сил не дай. Оберегай ты меня, тебя я сберегу, только сил не дай. Верь в то, что оберегает тебя, береги то, что оберегает тебя. Оберегай ты меня, тебя я сберегу, отложи от зла. Оберегай сильный помни, есть крайне оступиться, сил не дай. Оберегай ты меня, тебя я сберегу, только сил не дай. Верь в то, что оберегает тебя, береги то, что оберегает тебя. А как ты попала, кстати, Как в попала? Godzilla Project? Да, я была в бассейне с моей подругой Леной. Я позвонил, да? Да, мне позвонил Ярик и сказал, что Оля Лукачева больше не может петь в этой группе, могла бы ты с нами выйти. И я дрожащими руками и дрожащим голосом сказала, конечно, да. Ну да. Ну, ты спокойно так сказала. Давай, я согласна. Или да? Нет, нет. Я повела себя как обычная глупая девчонка, которой ответил парень, который давно ей нравится. Вот такое у меня было отношение к группе Godzilla, да. Это здорово. Здорово, когда работа твоя приносит тебе такое колоссальное удовольствие, восхищение, восторг. Ой, иногда даже и не здорово, иногда слишком много эмоций в этом. Надо поспокойнее. Вот на сегодняшний день музыка, вот тот пласт музыкальный, который есть в Украине, и если его сравнивать с зарубежной музыкой, есть ли большая разница вот, да, в качестве, в исполнении, в оригинальном жанре? Думаю, да. Это вопрос очень щепетильный, особенно про нашу страну. Это, я не знаю, просто кому нравится, ну, к чему стремится народ у нас. Но в музыке сейчас
слава богу, начали появляться хорошие команды, которые делают очень качественно. И мы, надеюсь, в скором времени выйдем на новый уровень, потому что нашей команде 8 лет. Нас там по Киеву знают, да, даже в других городах знают. Но, например, чтобы про нас могли что-то сказать, ну, ничего никто не может сказать. Хотя мы там выступаем и в клубах, там, и что-то там есть у нас в интернете, и там, и там. Но вот 8 лет мы просто существуем. На самом деле, мне кажется, не хватает взаимосвязи между разными элементами шоу-бизнеса. Вот мне кажется, вот, что Годзилле не хватает просто пиарщика, например. Продюсера, да. Ну вот у меня есть группа О, и я понимаю, что людям нравится эта музыка, но очень сложно донести ее, поэтому нужно подключать других людей, которые умеют это делать. И нам всем нужно больше дружить, потому что люди открыты. И Да, люди есть открыты. такое предубеждение, что люди любят более простую музыку и вообще типа все сидят на попсе. Это не такая уж правда. Много-много людей готовы открываться и слушать другую музыку, разную. Поэтому просто нужно дать им шанс услышать и узнать. Навколо не бачу нічого, крім краси.
это больше коммерческий проект или все-таки работа для души? Нет, конечно, коммерческим его вообще назвать не могу, потому что финансово мы все много не получаем с этого, и коммерческим, я не знаю, для Украины он будет, наверное, звучать еще не скоро. А зачем ограничивать себя? Нет, я имею в виду, что это не только от нас зависит, это Конечно. зависит от слушателей. Но я запускаю сигнал в космос. Мне кажется, сейчас уже такое время перемен, что может быть прям завтра. Не, я согласен с тобой, это Найдется однозначно. какой-нибудь. Как ты думаешь, так оно и будет. Да. Ну, я могу одно сказать, если бы ребятам не нравилась моя музыка, и мы как-то, просто они меня поддерживают, я их поддерживаю. Не было бы уже этого проекта давно. Потому что нам 8 лет почти, и мы из них 3 года почти не играли, потому что вот и началось. Потому что те не могли, это не могли, и я посчитал нужным, что нам не стоит больше выступать. Потому что... И появились люди опять, которые говорили, давай, возрождай, это было классно, надо играть вместе. И все, ну и тоже Оля мне каждый раз говорила, когда мы виделись, когда мы уже начнем играть, что такое, что ты себе думаешь. Ну так, то есть если бы не было идеи, да, не было бы, это никому не нравилось, и нужно было только одному мне, нет, я этим бы не занимался. Просто потому что организация, все, этот вопрос, это очень трудно, когда 9 человек в коллективе. И точно так же трудно найти концерты, потому что когда ты приходишь к арт-директору там, или куда-то, называешь элементарную сумму гонорара и потом говоришь, нас 9 человек, и они такие, что, 9? Ой, не, а как же ж вас вызвучишь, а как там то, аппарат, а что, ой, а заплатить вам, ой, не-не-не, то есть, поэтому мы выступаем по Киеву только там в 3 клубах. Это, кстати, вот 3-й Caribbean Club, ну, у нас концерт. А так мы играем в Алхимике и Бармен Диктат. Это там, где нам могут предоставить какой-то элементарный гонорар и площадку для того, чтобы поместить такое количество людей. Supposed to be straight up family, yeah. Hey, for the first, we should try to realize what's the main for you. Who's the precious one You, for your soul? you, What's the main for you? you, Who's the precious one? you. Do you know what I mean? Do you? Just try another perception, a new vision of life. We just try Well, I try. to imagine that I am you and me. Together we're like a family. Oh, we're like a family. Oh, we're like a family.
make sure that we got the ultimate master plan. One fam. I'll never stop until the casket drop. See, I love you if you buy me a nice, beautiful house. I love you if you connect that house to a long driveway. I love you if you give me everything that I always held so dear. It was you. See, I can see in your eyes. You had that moment of my surprise when you smiled. And all the while, I wanted to dip into my own dream. See, ain't no nightmares, you shared everything that I could ever care for. One family, one brothers, one sisters, all of us singing the same damn song. I want unity, I mean, what would it be if our hand couldn't be one great fist? One family, we all of the same part of the drift. Family are gifted from when all is inside. Divide lights, transformation across nation. When you can see the family's life. We're family, no. We're like a family, Rooftop condo. no. We're like a family, no. You see, we're like a family, Bobby Plain, champagne. no. That's what we live in. Baby, I could be something new for you. Yeah, yeah. Baby, it's not that easy to understand. But in the end, you will see that we are one big family. One. And we'll take it with all of us in our musical wonder world. For sure, for sure, In for sure. the end, you will see that I'm you and you are me. Together we are family, 'cause we are family. For sure. Never stop. We're like a family. One way, one life. We're like a family. And now you see, we're like a family. We're like a Ребят, спасибо большое за беседу интересную, за ваши мысли. Спасибо, Лия, и- ты прекрасно. Взаимно. И за ту работу, которую вы делаете. В общем, я желаю вам успехов. Спасибо большое. Спасибо. С вами была программа Jungle Studio. Оставайтесь на телеканале АТР. Слушайте хорошую музыку.